Что будет входить в вашу программу? Ну, во-первых, меня уже пугали этим великим футболом, который играют женщины. Поскольку футбол почти не комментирую, поэтому практически буду дебютировать. Особенно мне рассказывали, как они замечательно мячик прячут. Я смотрел какие-то картинки, но все это смех смехом. Для меня, конечно, коми, прежде всего, это Раиса Петровна Сметанина, потому что это женщина, перед которой я благоговел еще начиная там с каких-то молодых ногтей. Я имел счастье с ней познакомиться в 2007 году на чемпионате мира в Саппоро. И, конечно, мне сказали, что она прибудет, по крайней мере, будет возможность, наверное, увидеться. И мне хотелось просто, знаете, как вот в Японии есть такая традиция, если ты подержался за сумоиста или за суматори, тебе будет счастье, например. То есть, может быть, так аккуратненько за плечо Сметаниной, для того, чтобы наши лыжницы наконец-то начали хорошо выступать. Ну, дело в том, что это действительно первый приезд, поэтому, конечно, хочется просто разинув рот смотреть, что происходит. Я знаю, что есть активное движение там и в социальной сфере, и в спортивной, поэтому, конечно, и внедрение правительство, глава, это очень здорово, и я очень рад, что я здесь. Кроме саамского футбола, чем еще для вас привлекательный такой праздник спортивный, как зимняя Ибица? Вы знаете, дело в том, что это практически не имеющее альтернатив событие, потому что это надо было придумать, это надо было развить эту идею, надо было заразить и молодежь, надо было заразить тех людей, которые с удовольствием будут участие принимать, поэтому огромный фестиваль на самом деле, ведь и финно-угорские народы, собственно говоря, я думаю, что россияне, все, которые имеют какое-то отношение к национальной культуре, самобытной, там, любой национальности, любого народа, они с удовольствием просто в этом примут участие, потому что это интересный, здоровый образ жизни, потому что любая вещь, которая направлена на оздоровление нации, это хорошо, поэтому я за то, чтобы этот фестиваль имел такие долгие, серьезные корни, и надеюсь, что всем понравится. Я вот сейчас узнал, что Дарья Домрачева приедет, это правда? Да, Но буквально через час. сложно представить, что будет, так я скажу, что если приглашать кого-то из биатлонисток, например, то это, конечно, абсолютно осознанный выбор, потому что она великая звезда, единственный человек, который выиграл 3 золотых награды. И я могу поздравить Республику Коми с тем, что не просто уговорили, а с тем, что Даша, насколько я уже теперь узнал, очень так благодатно приняла это приглашение. Поэтому мы с ней в очень хороших отношениях. Она блестящая спортсменка. И с удовольствием с ней увижусь уже в Сыктывкаре. И еще один вопрос. Ибица у нас известен как мультифестиваль. В летнем варианте очень популярны различные песни. То есть мы представляем самые различные музыкальные направления. Вы известны еще и как вокалист, который записали... Диски забыл, черт. Позор. Позор мне. Услышим ли мы на зимней Ибице Виктора Губерниева как вокалиста? Я не знаю, но мне же все равно. Дело в том, что можно комментировать все, что угодно, хоть как вы тут с микрофоном стоите, с диктофоном. Дело в том, что вообще название очень хорошее, потому что я как педагог по журналистскому мастерству и технике речи в нескольких вузах Ибица. То есть это же надо еще, понимаете, студентам рассказывать, потому что все сюда рупор, понимаете, не Ибица, не сюда куда-то, не сюда, а зимняя Ибица, вот сюда, для людей, понимаете. Поэтому ничего в мире нет невозможного. Вот сейчас летели, и как приличные металлисты при посадке пели почему-то «А я и не знал, что любовь может быть жестокой», ну и так далее, собственно.